Мы находимся в Хатасской средней школе. И, между прочим, ни одна школа города Якутска не может похвастаться такой вот мастерской, которую сумели создать в этой школе. Мой собеседник очень интересный человек, преподаватель по технологии Петр Афанасьевич. Артемий. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня Петр Афанасьевич нам покажет интересный мастер-класс по изготовлению жетона. Вы занимаетесь с мальчишками. Да, здравствуйте. Я веду уроки технологий в 6, 7, 8 классах. Веду у мальчиков, так как сейчас пока сохранено деление на группы. По-моему, с этого года, с сентября, там будет уже смешанное обучение. Ну и есть у нас в программе тоже работа с металлом обязательно, да, слесарные работы и тому подобное. Что подразумевает вообще работа с металлом? Ну и как многие, допустим, да, подходят. Самое простое — это, конечно же, тонколистовой металл. Жестяные, алюминиевые пробки, эти баночки, допустим, разрезают, их размечают, правят, ошкуривают, если нужно там, и что-то делают из них. Давайте приступим, да? У нас уже заготовлены шаблоны. Мы будем делать сегодня жетон, ну, а-ля армейском стиле. Нам для этого потребуется либо мельхиор, либо латунь. Латунь у нас есть 0,5 толщиной и есть миллиметровой толщины. Мы, наверное, с ней будем, потому что 0,5 она довольно-таки капризная. Заранее я уже подготовил. Простой А4 лист, распечатанный, получается, на принтере. У нас жетон имеет размеры 4,5 на 3 сантиметра. То есть этим занимаются мальчишки, да? Да. С какого класса? С 6-го. 6, 7, 8. Ага. Сегодня мы делаем жетон, и, как сказал наш педагог, ребят сегодня удивить крайне чем-то новым, интересным довольно сложно. И наше изготовление, наше изделие, оно будет вот граничить где-то между... Но все-таки это ювелирная работа. Это основа да? ювелирного дела, да. Работа с ювелирным лобзиком и, получается, напильниками, надфилями, наждачкой. Ну, шаблон я уже подготовил, нам потребуется... Тиски не обязательно, конечно, можно просто зажим и выпиловочный столик. Который Так, тоже... вы сейчас прямо сюда подходите? Можно, да? Конечно, да. Значит, вот такой вот, как он называется, станок? Выпиловочный столик в тисках зафиксированный. Так, латунь у нас миллиметр. Мы наклеили шаблон. На простой клей-карандаш, кстати. Где он? Вот. То есть шаблон нарисовали с помощью компьютера, да? И вырезали. Ну, можно и от руки нарисовать тоже. У кого какая фантазия сейчас, да? И получается, здесь пилка у нас стоит, по-моему, номер 2. Она довольно-таки тоненькая. Она идет вроде бы по миллиметр, 0,8, 1 миллиметр двуметалл. Но вот эта вот пила, это, ну или как она называется? Это лобзик, ювелирный. Ювелирный, да. Настраивается, затягивается, подстраивается. Здесь у нас рамка 8 сантиметров. Ну, такая она миниатюрная. Самая удобная, да. Еще миниатюрнее есть. Да. Занимаем удобную позицию. Самое важное в этом, получается, действии, ну, в этой операции, да, не перегибать напильник налево, направо, вперед и назад. Желательно под 90 градусов по отношению к заготовке и вести его без рывков, плавными, легкими движениями. Давайте я продемонстрирую. Спокойно идем и выпиливаем. Все? Готово? Получилась у нас такая заготовочка. А-ля армейский жетон, Ну получается. да. Она не острая, вот так вот, если ее потрогать? Не сильно острая, заусенец маленько есть, но это все, конечно, обработается. Чем мы Далее, обрабатываем? Получается, после выпиливания торцы у нас неровные бывают, ну, тем более, когда дети, да, работают, может быть, уводят. Берем напильник по металлу и получается, ой, не спеша, в одно касание стачиваем, опиливаем, точнее сказать. То есть в одну сторону только? Да. Напильник, если вот так прикладываешь и водишь, то со временем зубцы в негодное состояние То есть в одну приходят. сторону. Ой. Теперь обрабатываем надфилем, да? Да, получается торцевые. После напильника по металлу. Скажите, а вот эта вот методика и ваши вот эти занятия, они в программе или это как бы дополнительное образование дети получают в вашей школе?
Вообще, по внеурочной деятельности, да, кружок у нас есть техноскиллз, я его веду. Там 4 модуля: работа с деревом, работа с металлом, работа с кожей и лазерные технологии, резкая гравировка, к примеру, работы. Получается, но вот кружок и 4 модуля. Ребята переходят от сложности, получается, от уровня к уровню, как бы, То есть начиная там, с дерева. А самые вот сложные это что? Ну, Ювелирное мастерство? скорее всего, да. Да. Но если в плане капризности материала, то кожевенная. Ну да, это конечно. В плане ювелирки тут очень много техники безопасности, конечно. Но ребята вот при работе с напильниками обязательно Должны быть в защита очках. глаз, да, у меня по дефолту глаза. Обязательно заполнение журнала, конечно. Работа, конечно, в основном монотонная такая, как бы, да, но когда ты заканчиваешь изделие и видишь результат, самое главное, допустим, вообще для меня, это когда у ребят глаза горят прямо. Да. Ну, то есть Когда из загораются. вот такой вот, скажем, железяки получается такое классное изделие. Так, нам потребуется молоток и штампы. Получается, набираем Б. Так, вот у нас Т, вот у нас английская С, Е. Б есть, буква Р и буква О. Ага. Киянка тоже подойдет, ага. Шуруповерт, аккуратненько тоже берем. Еще раз заусенцы быстренько убираем. К 8 марта, например, ребята сердечки могут вырезать. Очень хорошо, когда ребенок говорит: давайте я сам нарисую. И вообще эскиз, работа с эскизом тоже подразумевается у нас. Просто в основном практика, ориентировочный подход. И первое, что даю я ребятам, это почувствовать, как работает инструмент. Полностью, получается, от А до Я. Тут главное тоже не спешить и аккуратненько. Давайте по центру. Штамповка, кстати, это мое слабое место. Раз. Буква Е. Штампы продаются в магазинах, можно их найти. Стоит тоже недорого. Лучший брат у нас. Ну или имя отца можно написать. Да, можно имя отца, можно... Очень любят они никнеймы из игры. Все сейчас в компьютерные игры играют, время там проводят, отдыхает кто-то. Ага. Для шлифовки, да? Для полировки, так скажем. И после штамповки у нас получается, металл немножко изогнулся, можем Надо его его слегка выпрямить. отстучать, править. Тоже бережем пальчики. Вообще, вот ребята, которые ходят на ювелирку, ну, это мы называем ювелиркой, а так основы ювелирного дела, я говорю им: не бойтесь ошибаться, пусть будут ошибки, не бойтесь, что пилки лопаются, но работайте, старайтесь больше, лучше, и получается, ищите свой стиль. Есть ученик, который оберег Бесхарах сделал, как кулон. Он же говорит, он же отражает разного рода там, сглаз и порчи. И давайте мы его как будто поцарапанный сделаем, в грубоватой такой форме. Вот он там есть, снимали, наверное. И идея так прямо понравилась, что вот думаем немножко сделать, тоже вручную все. Кусочек войлока, паста Гои. Ну, это вроде бы у нас предфиниш была красная. Суперфиниш это белая, а так зеленая у нас была тоже основная. Наносим чуть-чуть. Меня сейчас некоторые, наверное, Поругают. да, ювелиры. Но, как говорится, мы сейчас не у каждого бормашинка дома есть, там суперпрофессиональная. И приступаем. Тут прямо постараться надо будет. Начинаем
натирать, пожалуйста. А то сейчас упадут. Я в детстве маме так чистил кольца, по-моему. Ой, вообще, как здорово. Смотрите, как приятно будет папе или брату старшему получить вот в подарок от своего сына, там, да, братишки. От дочки. Да, или от дочки. Вот такой вот подарок, такой жетон. Здесь мы продеваем шнурок любой, да, и, пожалуйста, вот. А вообще, знаете, вот эти ребята, которые ходят сейчас к вам в кружок, возможно, свою жизнь потом действительно посвятят профессиональную свою деятельность вот со всем этим. То есть либо с работой по коже, либо с работой по дереву, либо окунуться в ювелирное искусство. Да? Прошлогодний чемпион прошлогодний победитель регионального чемпионата профессионалы и юниоры по столярному делу Артем Абрамов, ученик нашей школы, он пошутил как-то, или не пошутил, говорит, если вы не устроились, я бы даже никогда, наверное, с деревом не стал бы работать и не дошел бы вообще до региона, говорит. Да. А так у меня есть выпускник, который поступил в Якутское художественное училище, по-моему, после 9-го, именно на ювелира. Вот мы тут подготовили портфолио ему, вот он успешно учится сейчас, заходит, пишет, конечно. Это очень здорово. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы позанимались и показали мастер-класс, вот наш педагог показал мастер-класс по изготовлению вот такого жетона из латуни. Дорогие друзья, сегодня мы находимся в Хатасской средней школе, находимся в мастерской и беседуем, и делаем интересные вещи с педагогом, с Артемьевым Петром Афанасьевичем. Петр Афанасьевич, сегодня мы будем выпиливать Оберег. Весь харах. Дорогие друзья, вот выглядит вот так. Вот у нас Эскиз. заготовочка, эскиз. Шаблон. Шаблон. И вот уже мы приклеили с помощью обычного клея на наш материал. А материал, расскажите вот про вот этот материал. Это у нас мельхиор. Мельхиор. Ага. Получается, после латуни с мельхиором. Ну, мы в рамках кружка Вообще он очень приступили. такой мягкий материал, да? Ну, относительно, тоже от толщины зависит, но при выпиливании мы заметили, что с ним проще работать, как бы. Он очень похож после финишной обработки и полировки на серебро. Очень многим ребятам нравится, и вообще у нас серебро считается сакральным металлом, защищающим. Так, мы приклеили простым клеем. Заготовочка у нас, по-моему, размерами где-то 2,5 на 2,5. И нам понадобится ювелирный лобзик с установленной пилкой. Пилка должна быть тоже установлена правильно. То есть звучание примерно как у струны. Слишком слабое натяжение приведет к тому, что лопнет пилка. Ну и приступаем потихоньку. Мы выпиливаем наш будущий оберег именно по оберег. Весь харах. Да. Давайте я начну, вы попробуете. А я попробую. Не спеша тоже. Самое главное тут не торопиться у нас. Ага. Кто-то пожалел клея. Вот. Садитесь, пожалуйста. Ух ты. Так, значит. Получается, вы поудобнее. Да, Самое главное у нас держать его. Очень так крепко, да, в руках. Ровненько. Правильно? Оп. Ой, Не мамочки. спешите. Тут вообще силу прилагать на самом деле не надо сильно. Чуть-чуть ровнее. Вот так. Ага, попробуйте вперед. Ой, слушайте. Вот. Это такое дело. Тут главное понятие. Ай. 90 градусов. Попробуйте. Ага, и вверх-вниз. Вот плохо шаблон у нас прихватился. Ничего. Когда закусывает пилку, значит, у вас положение этого... То есть надо криво, косо. ровнее Главное, стараться. нужно стараться, чтобы пилка наша стояла очень Да, и чтобы ровненько. стол не упиралась. Тут довольно-таки сильные пальцы на самом деле иметь надо. Потому что держать нужно саму заготовку
И контролировать, да, контролировать направление процесс. пила. Ну, в принципе, да, друзья дорогие, женщина тоже может справиться с этим делом, если увлечься. Почему бы и нет? Можно придумать какое-то крепление, допустим, на первое время. Во, процесс. О, нахалтурили с приклеиванием. Немножко. Нет, мы с шаблоном, Так, когда клеим. шаблон. Угу. Подождите. Ага. Ой, устали. пальцы Ага. устают, очень устают. Так, ну, Так, сейчас он в столик упрется, маленько так подвинем. вот так. Ой, так. Ну, И вот. до конца? Можете Или до нет? конца. Ага. Нет, Давайте я давайте. могу продолжить. Давайте вы продолжайте. Довольно, знаете, надо вот действительно иметь очень сильные пальцы и крепко держать эту пилу. Да, на кружке ребята у нас учатся в основном первое время, конечно, пилить по прямой. Вот чуть-чуть подзакусила у нас. Ну, я когда вот выпиливаю, рука вообще практически не напрягается. Ну, кулак именно не напрягается. Тогда металл поддается. Должно быть как-то приноровиться нужно. Да, у меня ни в роду нигде, никогда не было ни ювелиров, никого. Но с детства оригами увлекался. Может быть, это дало свой какой-то толчок тоже. У меня мама воспитатель, отец механизатор, получается. Слава богу, у нас интернета не было. Да, все делали руками. Да, вот. Ну, а в сейчас основном вы собираетесь вот своих учеников как-то оторвать от этого мира, да, немножко? Компьютерного, да. Ну или хотя бы, чтобы они поменьше времени проводили. В основном пилки лопаются у начинающих ребят при повороте. То есть они доходят до поворота, выкручивают лезвие, получается пилка изгибается и лопается. Приостанавливаемся на повороте и чуть-чуть на месте стоим и поворачиваем пилку. Но Вот так вот очень просто. На самом деле довольно-таки это нужно действительно приноровиться Да. к этому делу. есть ученик, который совсем не получается у него по прямой пилить или круги, но когда доходит дело до якутских узоров, ну, ему практически нет равных. И при том, как все круги, которые он пытался тоже, когда только обучался выпиливать, они получились как такие архаичные древние монеты, как будто, по-моему, вот тут вот есть они в этом наборчике, посмотрите. Да, здорово, классно. У нас выставка скоро будет, мы готовимся и для привлечения внимания хотим сшить мешочек кожаный и туда сложить эти монетки, да, и потом получается, чтобы они лежали, привлекали внимание. Такой нестандартный, как будто этот, свой стиль. Я ребятам говорю тоже, да, Ты. не бойтесь учиться свой Смотрите, стиль друзья, отрабатывать. вот у нас, вот над чем мы сейчас трудимся. Вот, Только у нас в обратном. Посмотрите, сколько красоты, сколько вообще изящества в этом изделии. И, ну, это реально, это надо потрудиться. То есть, смотрите, вот два получилось у нас изделия, и Две части, ага. да, и хоресхал можно прикрепить уже к нижней части. Это у нас будет как бы подставочка такая. А с помощью чего? Припаять? Ну, можно и клеем, конечно, но клей не будет держать, мне кажется. Припой простой на основе олова. У вас есть специальный аппарат для этого? Да, у нас есть газовая горелка и асбестовая плита. Без нее ребятам нельзя, получается, работать, что, паять. идете, да? На конкурсе тоже, получается, используют асбестовые плиты. Асбестовые. Так, плита. Припой у нас вот такой вот. Он удобно, он в форме пасты. То есть его нанести можно. Кисточкой или пальцем, да, как-то Нет, можно? пальчиком ни в коем нельзя. случае. У нас титановая спица специально для припоя. Ее же используют и при серебряном припое. Просто это у нас она вся в этой пасте, поэтому отдельно у нас для припоя серебряного есть газовый баллон, газовая горелка. Устанавливаем. Тут пьезоподжиг, к сожалению, не работает. Нам потребуется зажигалочка.
Тоже никаких горючих материалов рядом не должно быть, легко воспламеняющих, никаких посторонних. У нас на уроках, да и на кружке тоже дисциплина — это основа. В первую очередь. Вообще в конечно, первую да. очередь. Вот мастерская труда — это не простой класс. Это у нас зона все-таки с инструментами. Тут, допустим, мы наносим. Бедные наши канцелярские зажимы. Так, ну Мы да. такие вот используем. Нанесли. Так, тут мы маленько, когда пилили, ушли же, не в ту сторону. Нам надо угадать, где мы были. Вот, Ну, это примерно мой грех. так. Ну, ничего страшного. Вот. Некоторые изделия, я же говорю, допустим, наоборот, даже выглядит. Вообще, в старину не гнались же за идеальной точностью, по-моему, Ну да, да. но выглядели как изделия. Потихоньку запускаем. Пламя сильное тоже Пламя нужно. регулируется, да? Да, тут температура плавления у этого припоя, по-моему, 180 с чем-то градусов, 200 иду. А эта горелка до 1500 почти нагревает. И легкий прогрев А начинает. какие-то очки или что-то защитное не надо? Да, обязательно. Ну, у меня свои очки, как Да, защитные. у меня идут. тоже очки. Ага. Можно чуть-чуть прибавить. А так мальчишки надевают очки. Да, обязательно. Очки, халаты Надевают очки, Защитные халаты, эти. защитные, да. на руки. Там это долго все поджаривается? Да нет. Что я перегрел даже, по-моему. Обязательно Вот, выключаем, видите, уже дымок пошел. убираем. Ух ты! И опускаем, остужаем. Там температура достаточно такая Тут высокая. почти до 300 чуть ли я не догнал, О, что ли. Да, вы что? Смотрите-ка, она вся вон прям, Радужность. Кому-то нравится так. да. Торцы обрабатывают и прямо как этот титановый сплав, как будто говорят. Мельхиор. А на самом деле это мельхиор. Нам нужно сейчас торцы подогнать, то есть опилить и получается выбрать, с какой стороны мы засверливаемся для веревочки. Зажим сделали как бы ювелирный. Ребята сами тоже уже смотрят, какие Ну, уже инструменты какие-то есть. приспособления сами придумали, Да. да? Что-то там, допустим. Простой клин идет, получается. Вот, наши. Все, и потихоньку тоже начинаем. Но лично мне с зажимом не очень. Я люблю чувствовать, контролировать металл вообще, стараться. Работа для усидчивых, так скажем. Но всем подойдет. Самое Ну, в главное, принципе, еще раз женщины говорю, и девочки могут тоже ведь взрослые, да, допустим. да даже не в если, принципе, а могут спокойно. Когда откроется ваш центр учебный, могут прийти и женщины, Попробовать. да, девушки. А девочки вот проявляют интерес, приходят к вам на кружок? Да, на кружке есть. Вот некоторые ученики тоже говорят, самое скучное — это ошкуривание, но при этом одно из самых важных. Очень важных этапов. Правильно ошкурить при полировке набор машинки, там, допустим, паста. Если неправильно ошкуришь, недостаточный блеск будет в ткани. Но мы с вами сегодня изготавливаем, полируем опять также на кусочки войлока. Некоторые ученики, говорю, называют это древняя технология. Вообще с металлом раньше я не работал, не касался этой темы вообще никак. Ну вы же географ. Да, по первому образованию я географ, потом курсы проходил по преподаванию технологий, ИРО и ПК наш. И получается, самого хобби было изначально кожевенное ремесло, так скажем. Ну, то есть что-то делать руками, Да. да, вот как-то вот. Металл вот с позапрошлого года, как с хатасскую школу устроился, получается. Так мы и увлеклись этим. Очень интересная тема такая. Трудоемко, еще раз говорю, да, но когда видишь конечный результат, пусть даже где-то немножко поначалу ты неправильно сделал, мы все-таки, я еще раз говорю, да, тоже я не ювелир, сам по образованию нету ничего, но основы изучать
можно. Курсы по ювелирному направлению сейчас держу связь. Вроде бы в апреле То есть у должны нас, в принципе, стартануть. в Якутии можно пройти да, такое обучение? Да? Ну, на базе высшего получается как Повышение квалификации. да, переподготовка или повышение квалификации. Ну да, то есть как бы сейчас ведь образование у нас какое? То есть мы должны постоянно себя как-то учить новому, да, каким-то новым навыкам, умениям. То есть это на рынке труда это очень такое ценное качество, когда человек хочет, умеет, находит возможности и повышает свой уровень профессионализма в разных сферах. Не знаю, мне больше ошкуривание нравится. Прямо вот, когда меняется сама поверхность. Так, ну что, у нас остается совсем мало времени, и наше изделие вот завершается практически, прям приобретает лоск, красоту, блеск. Наносим на наш кусочек войлока пасту Гои. Тоже недорого вроде стоит. Вообще для хобби не надо, мне кажется, отдельную статью в бюджете можно. Даже, да, Семейным, завести, да. семейным. На свои хобби, то, конечно. Все равно нужно как-то вкладываться, сколько-то, да? Запомнили, какая поверхность была до? Зафиксировали. Ну-ка. Вот, сейчас все После. эти... Тоже как бы сатинированный какой-то блеск. Да, блеск такой. Не прям вот какой-то, знаете, такой вот прям вот хищный. Очень красивый такой, спокойный блеск. Мягкий матовый. Да, какой-то блеск. матовый. Ага. Вот, дорогие друзья, вот такие вот изделия изготавливают мальчишки с 6 класса. Но я думаю, те, кто увлечется, для кого это вообще тема интересная, образовательных курсов море, ну и в конце концов когда-то можно будет прийти к вам на образовательный курс, к педагогу здесь при Хатасской школе. Ну что, Да. друзья дорогие, увлечемся и попробуем.